Хоть говорим на разных моноречиях, но позови, и прозвучит ответ. Ведь мы родные, мы дружны навеки, и ничего дороже дружбы нет. Разгорелся утром рано светлый праздник Дагестана. Всюду песни, танцы, смех. Этот праздник наш для всех. Я в день народного единства хочу желать по всей стране, чтоб было небо мирным, чистым, чтоб сказали «нет» войне. Чтоб вместе истинно держались, чтоб уважали свой народ, совместно от проблем спасались и жили так из года в год. Возьмемся за руки, друзья, ведь мы единая семья. Дагестанец, русский и казах, литовец, немец и поляк. Белый голубь в небе кружит в ярком солнечном тепле. Это праздник, праздник дружбы всех народов на земле. Дагестан – страна гор, но не только. Прежде всего, это страна многочисленных языков и народов, количество которых, несмотря на все усилия ученых мира, до сих пор не установлено достоверно. Дагестан, как истинная горянка, не может растить только одного ребенка. Нас у нее сотни. Сотни народов, живущих одной огромной и дружной семьей. Поэтому нам просто суждено отмечать один на всех сегодняшний праздник – День единства народов Дагестана. Праздник достаточно новый. Впервые он отмечался 15 сентября 2011 года. События, которым приурочен этот праздник, произошли в 1741 году. Дагестан занимал чрезвычайно выгодное и важное стратегическое положение. Здесь проходили торговые пути, поэтому он издавна служил объектом агрессии соседних государств. В середине XVIII века великий иранский полководец Надир-Шах во главе хорошо вооруженной 100-тысячной армии двинулся на Кавказ. Он намеревался двумя огромными колоннами пройти через Кайтак и Шамхальство-Тарковское на столицу Мехтулинского ханства Джангутай с одной стороны, и через Шахдаг, Мугу-Даре, Казикумух и Хунзак с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан. Поначалу захватнические планы Надир-Шаха осуществлялись именно так, как он задумал. Огромная армия одерживала одну победу за другой, учиняя по пути расправу над населением. В результате, взяв по пути Казикумух, войска Шаха дошли до границ Андалала. Вторжение в город началось 12 сентября 1741 года. Тем временем дагестанцы, не желавшие быть порабощенными иноземным шахом, стали объединяться в Андалальской долине, в районе предполагаемого сражения, в месте под названием Хицик. Как повествует народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались добровольцы со всех концов Аварии: гидатлинцы, кайсубулинцы, карахцы, чамаляльцы, багуляльцы. Массами вливались в боевые дружины, готовившиеся к тяжелому бою. С тыла противника пробивались андалай-лакцы, лезгины, даргинцы, кумыки, табасаранцы. Решающее сражение на территории Андалала продолжалось 5 дней. Андалальская победа упрочила геополитическое значение Дагестана как важного стратегического моста между Западом и Востоком, став убедительным свидетельством силы и мощи дагестанских народов. Неужели аварцы не нашли познатней и поприглядней тебя, что послать ко мне? Знатные и важнее меня тысячи, но важные люди заняты более важными делами. Они решили, что к такому человеку, как ты, достаточно будет послать меня. Какого же возраста твоему? У Шаха и Умулу трудно определить возраст. Кто ваш полководец? Вот наши полководцы. Это они ведут нас вперед. Ваши условия? Условие одно. Землю горцев
Оставь горца, а сам покажи нам свою спину, которая больше нравится нам, чем твое лицо. Красотой и мужеством я знаю, каждая земля населена. На отчизне, словно мать родная, в целом мире у меня одна. Когда я, объездивший множество стран, усталый с дороги, домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору взошел и с той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Мы дружной семьей живем в Дагестане, аварцы, даргинцы и русские с нами. Так пусть же крепнет на веки веков дружба народов для всех возрастов. Дружба народов не просто слова, дружба народов навеки жива. Дружба народов счастливые дети, колос на ниве и сила в рассвете. Дружба народов бескрайний простор, мир и согласие, девичий хор. Звонкая песнь чабана молодого, сад, виноград возле дома родного. Дорогие друзья, Дагестан – самый большой многонациональный регион нашей страны. Перекресток культур, религий, цивилизаций. Издревле Дагестан был известен как страна гор, гора языков. Дагестан! 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 Это 40 разных стран, и притом всего одна чудо-горная страна. Бог по миру проходил, на плече мешок тащил, а в мешке без дураков было 40 языков. На горе споткнулся Бог, и рассыпался мешок. Разбежались языки от реки и до реки. Я пришел к тебе в долину, понял только половину. Ты потом ко мне придешь, половину не поймешь. Здесь селения малы, приютились у скалы. Раз селение как гнезда, значит люди как орлы. Дагестан, страна орлов. Дагестан. Здесь в мире и согласии живут представители более 100 народов, говорящие на разных языках и всегда умеющие находить общий язык. Ведь главное для счастья и процветания нашей республики – это неделимость, нерушимость, единство всех народов и наций. И об этом говорят пословицы дагестанских народов. «Эхалар халк дин луварня» – лезгинская пословица. Когда чабанов много, овцы теряются – кумыкская пословица. Войска у Надиршаха сильны, набеги у аварцев славны – аварская пословица. Дружба народа – победа над врагом – даргинская пословица. Сплоченная отара волка не боится – табасаранская пословица. Дустар гурхуй, душман аркур – лезгинская пословица. Единство священного не разрывайте, в единстве сильны вы. Только тогда изобилие принесет единство вашего счастья оплот. С Днем народного единства поздравляем! Счастья, добра, процветания вам желаем! Желаем солнца в вышине, желаем мира на земле, чтоб бед и мрачных дум не знать, не горевать, не тосковать. Хоть говорим на разных мы наречиях, но позови, и прозвучит ответ. Ведь мы родные, мы дружны навеки, и ничего дороже дружбы нет. Мы народы, где равен любой, а все вместе единое братство. И, быть может, друг другу любовь есть бесценное наше
богатство. Родина моя, ты прекрасней всех на свете, Родина моя. Я люблю страна твои просторы, я люблю твои поля и горы, сонные озера и бурлящие моря. Над полями выгнут спину радуга дуга, нам откроет 100 тропинок синяя тайга. Вновь настанет время спелых ягод, а потом опять на землю лягут белые, огромные, роскошные снега, как будто праздник, и будут на тебя звезды удивленно смотреть. Наш многонациональный Дагестан, жемчужина Кавказа. Чтобы так было всегда, каждый из нас должен способствовать возрождению и сохранению национальной культуры. А только все вместе мы сможем сохранить нашу прекрасную уникальную землю, которую населяют такое множество разных национальностей. Своей страны прекрасно дружит солнце и весна, дружат звезды и луна, дружат с морем корабли, дружат дети всей земли, дружат птицы в вышине, дружат рыбы в глубине, дружат с морем океан, дружат люди разных стран. День единства будет рядом, будем вместе навсегда. Все народы Дагестана в дальних селах, городах, вместе жить, работать, строить, сеять хлеб, растить детей, созидать, любить и спорить, охранять покой людей, предка чтить, дела их помнить, войн, конфликта избегать, чтобы счастьем мирным напомнить, что под мирным небом спать. Как ребенок учится читать по слогам, лепетать, повторять, говорить не устану. Дагестан, Дагестан, кто и что Дагестан, а о ком все о нем, а кому Дагестану. Нас объединяет этот праздник. Он дарит нам счастье, взаимопонимание и добрососедство, дружеской поддержки и любви к своей земле. Горные реки к морю спешат, птицы к вершинам путь свой вершат. Ты мой очаг, ты моя колыбель, клятва моя Дагестан. Цветы сверкают на ветер свою, жду я тобой, о тебе я пою. Созвездие народов нашло здесь семью. Мой малый народ, мой великий народ, Дагестан. Поздравляем вас и всех дагестанцев с Днем Единства народов Дагестана! Желаю мира, добра и благополучия. Да здравствует Дагестан!